Ямы, ухабы, непроходимые лужи теперь в прошлом. Улицу Картоева в Назрани преобразили до неузнаваемости. Капитальный ремонт здесь провели в прошлом году. Рабочие сняли верхний слой асфальта на односторонней линии участка. По всей проезжей части проложили асфальт, установили бордюрный камень и обустроили пешеходный тротуар. Местные жители по достоинству оценили их труд. Но ханс дикер بيقول ديكر حنا تشلع في جبر دورج أوتاي سويجي тротуар бяб не что حلقة بخشات حلقة вот это было неудобно, а ханс гетер удобный тротуар вечер. Протяженность улицы почти 2 километра. Это значимый участок дороги. Здесь расположена центральная мечеть города и школа. Поэтому было очень важно привести этот участок в нормативное состояние. Еще один не менее важный дорожный объект по улице Центральная, который также был отремонтирован в 2023 году. Протяженность дороги 2 километра. Все работы провели в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Если мы будем говорить о 2023 году, то, наверное, жители города могли заметить, это и Картоево, это и Сулейменова, и новая улица, это уже за массивом, за каналом, как мы говорим. Это 4 улицы такие масштабные были отремонтированы. В этом году уже, поэтому же у нас в проекте уже утвержденная программа по заказу муниципалитета. В апреле этого года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» начнется ремонт дорожных объектов на 9 улицах Назрани. Одна из них – Насыркорская, протяженностью почти 4 километра. Здесь проведут работы по замене асфальтового покрытия, монтажу дорожных знаков, нанесут разметку. Здесь опять же нужно заметить, что помимо капремонта по поручению главы республики, здесь очень такие ветхие у нас водопроводные трубы. Уже это согласовано и с правительством. На 4 улицах из этих 9 будут заменены полностью водопроводные сети, которые имеют износ там 90%. А мы частенько складываемся с тем, что мы улицы ремонтируем, а сети они изношены, и потом после этого приходится их ремонтировать, и, естественно, портится дорожное полотно. По поручению главы республики Махмуда Али Калиматова водопроводные сети заменят на 3 улицах – Барханоева, Базоркина, также по Гайрбек-Хаджи. Протяженность этой дороги почти 2 километра. Последний раз ремонт здесь проводился в 2008 году. За это время дорожное полотно пришло в негодность. Ремонт был этих дорог, но после прокладки коллектора эта дорога начала обваливаться, и очень много жалоб было. И на сегодняшний день именно за счет вот этих обвалов очень много жалоб. К счастью, эта улица тоже вошла в нацпроект, и тоже в этом году буквально вот одна из первых будет ремонтироваться именно эта улица. А дальше мы уже посмотрим насчет освещения, если будут какие-то жалобы или еще что-то. Я думаю, в самое ближайшее время мы полностью изменившуюся улицу увидим. Жалобы поступают и от жителей улицы Базоркина. Здесь после замены газопроводной трубы остались лишь горы земли и разрытые ямы, которые пока никто не спешит закапывать. По словам представителей администрации, после прокладки газопровода продолжаются работы по контролю состояния трубы. По этой причине ямы на определенный срок остаются открытыми, однако ремонт уже подходит к концу, после чего асфальт снова уложат. После того, как она бурится, вот ее сразу закапывают, и через определенное время обратно возвращается к этому же месту, выкапывает ее после контрольно-замеров, и потом идут работы по восстановлению данного места. Сейчас уже срок восстановления данных локальных мест, где разрушена асфальтовая дорога, она приближается, и в кратчайшие сроки этот вопрос будет решен. Позитивные изменения в дорожной инфраструктуре республики невозможно не заметить. Они ощущаются на каждом метре. По данным РИА рейтинга, Ингушетия по качеству дорог заняла 1-е место во всем Северном Кавказе. Малика Измайлова, Султан Магушков, Магаз 24.